В мероприятии, посвященном 30-летию принятия в парламенте Республики Молдова закона об особом правовом статусе АТО Гагаузия, приняли участие представители власти Гагаузии, политические деятели Республики Молдова и Российской Федерации, а также представители гагаузской диаспоры в России. У нас сегодня был такой круглый стол, где мы сели, обсудили, и я еще раз поняла, что где бы наши соотечественники ни находились, они всегда рядом с гагаузским народом, и я услышала слова поддержки в эти непростые дни для гагаузской автономии. Заместитель председателя Государственной Думы Российской Федерации Борис Чернышов в ходе круглого стола провел краткий исторический экскурс истории автономии и взаимоотношений с Республикой Молдова. Вы хотите сохранить свою культуру и национальную идентичность, и самое главное, вы хотите сохранить свое место в истории и на политическом пространстве. Депутат парламента Республики Молдова Александр Суходольский отметил, что необходимо обсуждать вопросы, связанные с исполнением закона об особом правовом статусе Гагаузии. Он был принят благодаря очень серьезным усилиям наших международных партнеров, это Российской Федерации, это Турецкой Республики, и тем усилиям отцам-основателям гагаузской автономии. Тем, кто многие здесь находятся, мы были совсем молодыми, даже сказать детьми, но многих людей я здесь вижу за этим столом, которые являлись участниками тех событий и продвигали ту идеологию мирного решения того возможного конфликта, который мог разгореться на нашей родине. И с молдавской стороны также хотелось бы поблагодарить тот состав здравых политиков, депутатов, которые очень серьезно отнеслись к задаче, разработали совместно с гагаузской стороной этот законодательный проект, который позже был принят как закон. В работе круглого стола также приняли участие соотечественники, которые живут в Российской Федерации. Одним из них является представитель культурно-образовательного центра Молдовы в Санкт-Петербурге Владимир Буюклы. Стараемся сделать ярче жизнь наших соотечественников. Проводим различные мастер-классы, встречи, поездки, поддерживая традицию и культуру гагаузов и молдаван. Хочу отметить, что для подрастающего поколения мы проводим в наших центрах уроки гагаузского языка, лекции по традиционной народной медицине, организовали занятия по традиционным единоборствам и также танцы и музыки. Федор Дорогой в Российской Федерации проживает не один десяток лет и является президентом Союза гагаузов города Москва. Такие мероприятия могут и должны с точки отчета новых успехов и новых объединений не только гагаузов между собой, но и других граждан Молдовы. У нас Молдова многонациональная страна, как и Россия многонациональная страна. 30-летие Гагаузии – это праздник всех гагаузов, где бы они ни проживали, ведь это общий дом. Десятки тысяч гагаузов проживают в России. Многие из них добились успеха в бизнесе, социальной сфере, культуре, на государственной службе. В знак признательности особых заслуг глава Гагаузии Евгения Гуцул вручила юбилейные медали по случаю принятия закона Республикой Молдова об особом правовом статусе АТО Гагаузия Гагаузири, видным представителям гагаузской диаспоры в России, а также кто постоянно находится рядом с гагаузским народом, кого с гордостью называют друзьями Гагаузии. Завершилось мероприятие концертом с участием заслуженных артистов Гагаузии и Молдовы. В концертной программе выступили артисты, которые переселились в Российскую Федерацию. Заслуженная артистка автономии Людмила Тукан более 5 лет проживает в России. Я счастлива быть частью гагаузского народа. Я счастлива быть дочерью гагаузского народа, поэтому я считаю, что такие мероприятия важны и необходимы для того, чтобы мы их проводили. Как в России, как на нашей родине, в Гагаузии, как в Молдавии, это необходимо. Семья Ясыбаш переселилась с 4 детьми более 2 лет назад в Россию, но и далеко от дома продолжает продвигать гагаузскую культуру. Очень горды тем, что у нас состоялось вот такое вот красивое мероприятие. Рады, что гагаузы продвигаются, работают, потому что нас мало, но о нас уже знают достаточно много людей и практически везде.
Поэтому рады и горды за гагаузов, и, естественно... Это все-таки историческое событие, и важно, чтобы мы сами об этом не забывали, гагаузы, ну и наши дети, чтобы знали об этом историческом событии, ну и наши братья русские. Организаторы встречи отметили, что она стала важным этапом в укреплении связей между представителями власти Гагаузии и Российской Федерации. 23 декабря 1994 года парламент Республики Молдова принял закон об особом правовом статусе Гагаузия Гагаузири. Этому документу исполнилось 30 лет. Валентина Короляк, Алена Терзи, Алексей Герчу, ГРТ Новости.